СВФУ, город Якутск. Моделирование диффузии смеси газов методом молекулярной динамики. Пожалуйста. Да, уважаемые коллеги, добрый день. Значит, спасибо за то, что пригласили меня на эту конференцию. Я вообще планировал, конечно, выступать в секции, но организаторы убедительно настояли меня сделать доклад пленарный. Вообще, там мой первый опыт в такой роли пленарного докладчика, поэтому строго прошу не судить. Вот. И, соответственно, поскольку формат доклада немножко изменился, то я постарался и содержание доклада тоже немножко обогатить с учетом дополнительного времени и рассказать немножко, о, так сказать, собственно, методе и некоторых других областях, где он применяется. Значит, собственно, актуальность работы, или мотивация, она описана здесь, да, то есть мы пытаемся при помощи, вычислительных методов и знания, если можно выразиться, о фундаментальных законах, взаимодействия малых молекул, вычислять какие-то макроскопические параметры, которые характеризуют диффузию, в том числе газов и малых молекул в сильно гетерогенных структурах. И мы используем, собственно, метод молекулярного моделирования. Вот здесь представлен план доклада. Собственно, я немножко скажу о методах молекулярного моделирования, методе молекулярной динамики и некоторых приложениях того, как мы его применяли. Собственно, класс методов молекулярного моделирования, он, как правило, в его ядре лежит что чаще всего исследуемая система представляется как множество взаимодействующих материальных точек, и где каждая материальная точка представляет из себя либо атом исследуемой системы, либо какую-то группу, небольшую группу атомов. Вот. И вот эти подходы в том или ином виде, они применяются в разных областях, в том числе в вычислительной биологии, химии и науке о материалах, и в других областях тоже иногда это применяется. Собственно, здесь представлено некое представление метода молекулярной динамики. Как я сказал, каждый атом – это материальная точка, они взаимодействуют в некотором потенциальном поле друг с другом. Общий вид потенциала для большинства, наверное, методов молекулярной динамики и молекулярного моделирования представлен тоже здесь на слайде. То есть это сумма частичных потенциалов, каждый из которых отвечает за некоторые взаимодействия. Здесь первые три терма, они отвечают за взаимодействие химически связанных атомов. Это валентные связи, валентные углы и торсионные углы. И еще два терма отвечают за взаимодействие химически не связанных атомов, это электростатическое взаимодействие и взаимодействие Ван дер Вальса. Собственно, такую систему можно исследовать различными методами, Монте-Карло, какие-то стохастические методы, но мы в наших работах используем в основном метод молекулярной динамики, который заключается то, о чем нас предупреждали. Или это вы там переключили что-то? Вы попробуйте, а если на монитор, или вот сюда на экран направить. Вот. Ага, заработало, да. Метод молекулярной динамики заключается в том, что данная система уравнений решается при помощи численного метода. Уравнение движения по приведенным формулам, собственно, мы дифференцируем потенциальную энергию, получаем ускорение, и исходя из ускорения можем получать траекторию движения атомов. Здесь некоторые просто мультики о том, примерно как описывается классическая система. Здесь есть дополнительный терм внешней силы, F-external, то, что на слайде нарисовано. Она отвечает за некоторое внешнее дополнительное воздействие на систему, и оно лежит то есть работа с этим внешним термом, она отвечает за то, что мы каким-то образом дополнительные условия накладываем на нашу систему. В частности, один из таких первых вещей, которые здесь чаще всего используются, то, что если этого терма нет, то мы рассматриваем систему в макроорганическом ансамбле, то есть при постоянной энергии, а это ансамбль, в котором в реальной жизни изучаемые системы, как правило, не находятся. Как правило, мы в реальности смотрим на объекты, находящиеся при постоянном температуре, при постоянном давлении, и, соответственно, через этот external член можно влиять на систему так, чтобы рассматривать ее в желаемом для нас ансамбле. В данном случае представлен
так называемый термостат, то есть это дополнительный член силы, который прилагается к системе, член злакопеременного трения, который, соответственно, держит систему при той температуре, которая нас интересует. И аналогичным образом можно исследовать систему и при постоянном условии постоянного давления. Значит, то, с чем мы живем последние 50 лет, наверное, да, это то, что вычислительные мощности, доступные нам, они каждым годом растут. И здесь представлена некоторая такая вот эволюция того, какие системы при помощи таких методов рассматривались. Если, допустим, лет, может быть, 20 назад, 15, самое большое, что мы могли посмотреть, посчитать и проанализировать, это были системы, вот как слева, да, то есть это какой-то один белочек внутри мембраны, система, содержащая, может быть, меньше 100 тысяч атомов, то на сегодня реалистично люди в течение какого-то, на хороших длинных траекториях смотрят большие системы. Вот справа представлена, это фактически целая вирусная частица, которая полностью представлена как вот такая вот молекулярная система, каждая точка это атом, они все друг с другом взаимодействуют. И такая система, по-моему, была посчитана в 2013 году, типа траектория длиной 5 наносекунд. Вот внизу представлена, наверное, единственная картинка, которую здесь я у кого-то взял. Вот здесь ссылка на работу. И 3 человека, которые внизу изображены, это лауреат Нобелевской премии по химии за 2013 год, собственно, с трактовкой за разработку вычислительных методов исследования сложных химических систем, что-то в этом роде. То есть эти авторы заложили основы, развили методы и, собственно, сделали так, что в научном мире стало принято считаться с такими методиками вычислительного эксперимента именно для таких вот химических систем. И сегодня это, в принципе, уже такой хороший метод, который широко используется. Вот это кратко я закончил о методе молекулярного моделирования, методе молекулярной динамики. И дальше, о том, как мы применяли эти методы для изучения процессов диффузии в различных структурах. Поскольку вот здесь изображена биологическая мембрана, это тот объект, который, наверное, большую часть времени мы посвятили изучению процессов диффузии. Что можно сказать характерно для таких систем, это то, что процессы диффузии в таких системах проходят довольно медленно. И на самом деле за времена, доступные моделированию, на сегодня это максимум, наверное, порядка микросекунды, нескольких микросекунд, статистически достоверно сложно наблюдать процессы диффузии, если мы говорим о каких-то таких процессах, которые текут затрудненным образом. В частности, здесь, например, мы рассматривали процессы диффузии маленьких молекул через бислои липидов, которые моделировали у нас биологические мембраны. Что можно делать в этом случае? Опять же, мы применяли метод управляемой молекулярной динамики и различные его подходы. В данном случае мы применяли метод наложения внешней силы, то есть к маленькой молекуле прилагалась сила, под действием которой стимулировала нашу исследуемую систему по интересной для нас степени свободы, которая отвечает за трансмембранный перенос молекулы. И, соответственно, под действием этой силы молекула, она через мембрану проходила. И что интересно, оказывается, что даже из таких сильно неравновесных экспериментов, тем не менее, можно при помощи определенных приемов рассчитать какие-то величины, которые характеризуют, в том числе макроскопические свойства исследуемых систем. Например, в частности, это может быть коэффициент трения, коэффициент диффузии, коэффициент микровязкости и другие подобные. Вот здесь представлен просто результаты расчетов, какого-то одного расчета. То есть мы, конечно, делали много расчетов и усредняли полученные результаты. Порядка больше 10 расчетов на каждую молекулу мы делали. И здесь представлена, соответственно, траектория того, как молекула проходит через бислой липидов, распределение скорости и вычисленная, так скажем, средний коэффициент микровязкости в зависимости от химической структуры молекулы и глубины бислоя, а также химического состава бислоя. Собственно, здесь представлено у нас, мы рассматривали порядка 10 молекул в различных бислоях, то есть это был бислой
из одного фосфолипида, либо из смеси фосфолипидов. Соответственно, в зависимости от того, какая молекула, какой бесслой, можно как бы проводить какие-то сравнения о том, какая проницаемость данных бесслоев к каким молекулам различной химической природы. Собственно, вот это результаты как бы этого небольшого эксперимента, то, что мы вот, разработали такой протокол, который позволяет делать такие вычислительные эксперименты. Вот еще тоже как бы один из методов управляемой молекулярной динамики. Вот здесь вот слева изображен, очевидно, это серотониновый рецептор. Вот, и, соответственно, это ионный канал, тоже как бы это трансмембранная структура, которая отвечает за обмен веществом между внутренней и внешней средой клетки, тоже за диффузию отвечает. Соответственно, такие вот ионные каналы, они отвечают у нас за нервную деятельность, в том числе, и их исследование как бы оно имеет и практический смысл в том числе, потому что дисфункции таких структур как бы они влекут серьезные врожденные болезни, и как бы разрабатывать какие-то химические вещества, которые способны определенным образом взаимодействовать с такими структурами, как-то моделировать их работу, это как бы представляет достаточно хороший интерес с точки зрения фармацевтики. Вот, и аналогично также, как и при трансмембранном переносе малых молекул, здесь также есть области, в которых ионам не очень хочет находиться, то есть области высоких энергий, которые являются невыгодными, да, конформационно. И, соответственно, чтобы прощупать нашу систему в тех областях, где населенность будет маленькая при классическом молекулярной динамике, мы применяем метод зонтичной выборки, метод umbrella sampling, который позволяет ионам долгое время находиться в тех областях, которые нам представляют интерес внутри ионного канала. Собственно, вот эта структура, которая была получена, если не ошибаюсь, в 2013 году методом кристаллографии, про нее было на момент выхода структуры было неизвестно, находится ли эта структура в открытом состоянии, то есть проводящем ионы, либо она находится в закрытом или каком-то переходном состоянии, и мы применяли метод umbrella sampling для того, чтобы попытаться ответить на этот вопрос. Собственно, вот здесь представлено математическое описание метода зонтичной выборки, то есть к иону прилагается потенциал гармонического вида, как гармонический, и набирается некая статистика по тому, где находится ион, и исходя из этой статистики можно вычислить свободную энергию для координаты иона внутри ионного канала, но с учетом того, что потенциал у нас был модифицирован. Далее при помощи математического трюка мы можем на самом деле произвести оценку исходного потенциала, то есть как выглядел бы потенциал, если бы вот этого дополнительного зонтичного потенциала мы к системе не прилагали, но при этом мы можем хорошо прощупать только очень небольшую область вокруг точки приложения Xi0, где мы держали наш атом. Поэтому, чтобы восстановить график потенциала вдоль всей оси, мы прикладываем в очень-очень большом количестве точек этот зонтик и можем в итоге восстановить исходный вид профиля свободной энергии вдоль оси канала. Значит, вот краткое описание той системы, которую мы исследовали. То есть мы исследовали две системы. Это был полный ионный канал в мембране и с явно заданным растворителем, а также его обрезанная версия, в которой мы оставили только трансмембранный участок. Мы это сделали с целью того, чтобы, соответственно, увеличить скорость расчетов, потому что такая система содержит больше, чем в 2 раза менее, то есть значительно меньше атомов. Соответственно, мы можем как бы более длинные траектории считать при помощи имеющейся вычислительной техники. Это вид сверху полученной системы. Тоже мы рассматривали разный ионный состав растворителя, потому что это как бы может влиять на динамику. И вот здесь представлен тот профиль свободной энергии, который мы посчитали. То есть это по оси Y это размер, величина свободной энергии, по оси X у нас отложен, грубо говоря, пора ионного канала. Слева это внутримембранная часть, справа это как бы внешняя среда для клетки и, соответственно, вид профиля. Видно, что где-то вот посередине есть очень большой, область очень высокой энергии, то есть которая является невыгодной для
и нахождения иона, и величина потенциального барьера, ну, по нашим расчетам, составляла порядка 20, по-моему, килокалорий на моль, что является, ну, достаточно большой величиной, и нас заставило сделать вывод о том, что, скорее всего, все-таки канал в данном месте непроходимый, и дополнительно мы это проверяли при помощи тоже метода управления молекулярной динамики, когда мы прилагали к ионам силу, соответствующую, ну, действию электрического поля трансмембранного потенциала на проникающие ионы натрия. Значит, мы прилагали напряжение трансмембранное от 70 милливольт до 7 вольт. И на самом деле вот мы надеялись, что уже при значении где-нибудь до 1 вольта у нас будет стабильный ток ионов через пору каналов, потому что, ну, в работах наших коллег, которые рассматривали, в частности, никотиновый ацетилхолиновый рецептор, уже при 400 милливольтах был очень стабильный, хороший ток ионов через пору каналов, поэтому мы вот, собственно, до 840 милливольт делали такой достаточно короткий шаг, а после сделали такими длинными шагами 3 вольта, 5 вольт, 7 вольт. Но в нашем эксперименте получилось так, что до 840 милливольт тока ионов вообще не было, и только вот при 3 вольтах ток ионов появлялся, и причем он уже был такой очень нефизический, то есть ионы там начинали проходить через мембрану, через какие-то структуры канала, которые, по идее, ну, не должны быть проницаемы для ионов и так далее. То есть все-таки мы сделали вывод о том, что в данном случае структура ионного канала не является открытой для прохождения ионов. Ну, следующая часть работы, которую мы делали, это уже вот недавние работы, это, собственно, моделирование диффузии смеси газов в микрогетерогенных структурах, скажем так. Собственно, как мотивация, которая у нас была, это то, что вот наши коллеги, они обратили внимание на то, что сейчас как бы вот этот метод стал применяться для изучения, то есть применяется успешно для изучения некоторых свойств систем, которые не являются биологическими и имеют некую как бы перспективу для изучения, допустим, добычи, в том числе сланцевого газа. И вот коллеги что делали, вот ссылка на статью, то есть они как бы делали микропоры, микротрещины при помощи структур типа как углеродных нанотрубок, либо структур, имитирующих графен, и проверяли, значит, опять же в силовых экспериментах на то, как происходит диффузия смеси газов через эти структуры. Мы в то время подумали о том, что особенность, собственно, как бы метода молекулярной динамики, она заключается в том, что тонкая электростатическая структура в вычислительных экспериментах она как бы не учитывается, а графен и углеродные нанотрубки, они, как известно, обладают особыми свойствами, которые имеют квантовую природу происхождения, и поэтому мы подумали, что, возможно, такие структуры, они, может быть, не очень хорошо описывают именно некий как бы органический полимер, в среде которых происходит диффузия газов в натуральных керогенах, и решили проверить эту гипотезу, поставив аналогичные вычислительные эксперименты, но только используя вместо стенок какие-то другие структуры, а не вот такие чистые углеродные. Вот такие задачи, которые мы перед собой поставили. Проведение молекулярно-динамических расчетах смеси газов в средах, имитирующих органический полимер. Кстати, еще одна вещь, которая была здесь сделана нашими коллегами тоже в цикле их статей, это то, что люди моделировали не только транспорт газа метана CH4, но и некоторые смеси, примеси углекислого газа в метан. И, собственно, как бы у них получалось такие результаты, что это как-то может влиять, в том числе положительным образом, на коэффициент диффузии. Вот это мы тоже решили проверить. Собственно, что мы делали? Мы рассматривали модели трещин, которые для нас представлялись как, вот здесь представлена модель графена в периодических гранических условиях, то есть как бы одна ячейка содержит один листок графена, но если представить периодическую структуру трехмерную, то как бы получается, что эффективным образом мы рассматриваем некий как бы, газ, который заключен между стенками, в данном случае графена.
И в таких структурах мы делали равновесные вычислительные эксперименты и вычисляли коэффициенты диффузии с целью определения, ну, какие, собственно, как бы у нас эффективные макропараметры получаются для описания данной системы. Вот в качестве органического полимера мы использовали ряд аминокислотных остатков, которые имеют разную химическую природу немножко. То есть это был кислотный остаток, 2 кислотных остатка, 1 полярный остаток, 1 остаток, который скорее как бы гидрофобный. Вот, и размер щели мы тоже изменяли от 0,5 нанометра до 19,5 нанометров. То есть размер по периодической ячейке, по вертикали в данном случае мы изменяли и смотрели коэффициент диффузии. Ну и, соответственно, две молекулы, которые мы тоже изучали, это молекула CH4 и молекула CO2. Набор параметров мы использовали TRAPPE, United Atom, силовое поле. Ну и, собственно, параметры здесь тоже описаны. То есть температура у нас была, для моделирования условий керогена мы используем температуру 353 градуса Кельвина и давление 178 бар. Вот здесь представлен вид, скажем так, газовой смеси в методе молекулярной динамики при вот такой температуре и давлении. Здесь видно, что как бы там есть чуть-чуть разные цвета, они отвечают, соответственно, молекулам CO2 и CH4. Вот здесь представлена как бы разница, да, между плотностью, скажем так, газа при нормальных условиях и вот при таких условиях высокого температуры и давления. Сильно отличается плотность. И параметры протокола молекулярного моделирования. Вот здесь результаты рассчитанных значений коэффициента диффузии в зависимости от размера ячейки. То есть видно, что для малых размеров ячейки коэффициент диффузии он поменьше. С увеличением размера вычислительной ячейки значение коэффициента диффузии растет. И при этом, как бы действительно модель графена, она не так уж и плохо описывает, то есть, по крайней мере, ее результаты, они вполне согласуются с результатами для органических полимеров, за исключением очень маленьких размеров ячейки, то есть порядка 5-6, до 5 нанометров есть какая-то разница. У нас коэффициент диффузии чуть выше для системы, где в качестве стенок используется графен, но при переходе к размерам трещин больше 5 нанометров, как бы эта разница она уже становится несущественной. Здесь представлена суммарная энергия взаимодействий между молекулами газа и стенкой. То есть, как бы ожидаемым образом для графена эта энергия немножко ниже, потому что графен он полностью исключает все электростатические взаимодействия, потому что заряд на атомов графена равен нулю. И, соответственно, как бы, энергия ниже. Здесь вот представлена энергия чисто кулоновское взаимодействие, она у графена полностью 0. Для, других систем как бы от нуля отличается. Самая большая для, естественно, сильно заряженных кислотных остатков, чуть ниже для полярного остатка, и самая маленькая для гидрофобного аминокислотного остатка. Это, в принципе, как бы ожидаемый результат. Вот. Здесь представлены результаты вычисления коэффициента диффузии для смеси газов. Здесь у нас представлен чистый CH4, а также смеси CH4 и CO2 в соотношении 70/30 и 50/50. Представлены не все результаты, только часть. В принципе, как бы вот здесь у нас получилось так, что добавление CO2 как бы оно очень сильно снижает коэффициент диффузии, причем как и для CO2, так и для метана в составе смеси газов. Так что, по-видимому, как бы вот такой результат у нас получился. Также, в принципе, у нас чуть выше коэффициент диффузии для систем графена в среднем, но, опять же, для только малых размеров ячеек это как бы разница существенна. Для размеров ячеек больших как бы эта разница она становится несущественной, и она, в принципе, сравнима с коэффициентом, не коэффициентом, извиняюсь, а среднеквадратическим отклонением для вычисляемого коэффициента диффузии. То есть, в пределах погрешности точности вычислений. Результаты, собственно, то, что был разработан тоже протокол для моделирования таких систем. Наличие стенок
системах до 20 нанометров значительно влияет на коэффициент диффузии. Это я забыл сказать. Значит, тут то, что интересно, здесь у нас получается, что когда мы увеличиваем размер системы, у нас коэффициент диффузии как бы выходит на плато, да, то есть вот здесь видно, что порядка 40 сантиметров квадрата в секунду на 10 минус 5 это некая плата такое для коэффициента диффузии в данных системах. Но при этом, если мы рассматриваем вот этот газ без стенок, коэффициент диффузии намного больше. Он здесь, к сожалению, не представлен, но он больше примерно там почти что в 10 раз. То есть как бы в чистой газовой фазе коэффициент диффузии он намного выше. А если у нас есть стенки, то понятно, что мы сильно ограничиваем движение молекул газа в вертикальной, в направлении перпендикулярной трещине, и за счет этого коэффициент диффузии сильно падает. Вот, значит, химический состав стенок влияет на вычисляемый коэффициент диффузии, но значит, это только для малых размеров трещин в наших вычислительных экспериментах было показано. Ну и, конечно, на самом деле у нас там много вопросов возникло по поводу того, тех параметров, которые мы используем для моделирования, потому что значит, параметры силовых полей, которые публично доступны, они, как правило, откалиброваны для моделирования при нормальных условиях, а у нас условия очень ненормальные, то есть давление, высокая температура, поэтому требует некоторого исследования вопрос о том, справедливо ли применять такие силовые поля для моделирования газа в таких условиях. Вот. Вот это вот, наверное, все, что я хотел сказать. Спасибо. Давайте поблагодарим докладчика. Вопросы, пожалуйста. Да. Вот вы рассказывали суверенную систему больших, а ни разу не указали, какие характеристики, 10, 5, 10, 10. Значит, самые большие системы, которые мы смотрели, они составляли порядка 200 тысяч атомов. 200 тысяч атомов в одной исследуемой системе, в периодических граничных условиях, естественно. Значит, когда-то я показывал картинку с вирусной частицей. Вирусная частица, насколько я помню, содержала порядка нескольких миллионов атомов, может быть, даже несколько десятков миллионов атомов. То есть это то, что сейчас доступно на прям больших суперкомпьютерах. В пределах 10 Где-то так. Да. У меня вопрос. Я все же немножко не понял. У вас основная цель – это определение параметров среды, коэффициента диффузии и так далее, да? Да. Я, к сожалению, хотел об этом сказать, наверное, где-то в введении и забыл. Дело в том, что, условно, как сейчас делаются исследования, допустим, каких-нибудь нефтяных месторождений, да? У нас есть коэффициент диффузии, который мы считаем экспериментально, да? Экспериментально мы знаем, что там в песке для такой-то нефти коэффициент диффузии такой, в какой-то другой среде какая-нибудь другая нефть, коэффициент другой. Мы это считаем экспериментально и затем загоняем в какую-то уже вычислительную среду, может быть, методом конечных элементов, мы считаем какое-нибудь там месторождение. Да? Вот. Собственно, тот вопрос, на который хотели ответить мы, это, значит, можем ли мы посчитать коэффициент диффузии не вот так вот экспериментально, да, а исходя из, если можно выразиться, первых принципов. То есть, зная фундаментальные законы взаимодействия атомов, как-то прийти и вычислить эти числа, и было бы хорошо, если бы они совпали. В случае, если мы говорим о таких экспериментах, как коэффициент диффузии, допустим, в сланцах, да, это скорее действительно имеет только фундаментальный интерес, потому что на практике, конечно, понятно, что вычисленный, допустим, экспериментальный коэффициент диффузии, его лучше применять, потому что он и есть. В то же время, если мы говорим, например, про очень маленькие наноразмерные структуры, которые на своем масштабе являются в то же время очень гетерогенными, к сожалению, таких методов экспериментальных практически нету. То есть те методы, которые есть, они обладают очень существенными ограничениями либо по масштабу, либо по возможности наблюдать динамические какие-то процессы. И на сегодня, на самом деле, в этой сфере, допустим, изучение белков, изучение каких-то там химических реакций для сложных молекул, таких как те же самые белки, основной метод, не основной, извиняюсь, но все-таки один из таких очень хорошо применяемых методов, и именно практически применяемых в прикладных исследованиях, это метод молекулярной динамики. Методы молекулярного моделирования, либо методы квантовой химии, но квантовая химия тоже ограничена по размерам, то есть там
рассматривать систему из даже 1000 атомов уже довольно тяжело становится. Понятно, что никакие, ну и времена тоже ограничены. То есть 1000 атомов можно посмотреть в течение пикосекунды, может быть. Это то ограничение, которое есть в вычислительных методах квантовой химии. А у метода-молекулярной динамики все-таки масштабы больше, хотя и допущений, и теоретических упрощений тоже больше, поэтому вопрос того, как бы, можно ли применять этот метод с точки зрения, вот можно ли доказать, что этот метод применения его корректно. На сегодня, насколько я знаю, доказательства нету, но люди как бы применяют, и результаты вроде как бы в целом совпадают, поэтому это является тем, что дает нам право, собственно, этот метод применять. Есть. Ладно, спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Нету. Ну, давайте благодарим докладчика. Спасибо. Спасибо.